Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. От чего вас оберегают высшие силы? В чем вам помогают? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения. Так и спросите, от чего меня оберегают высшие силы, в чем мне помогают, о чем могу попросить, что дадут, а в чем могут и отказать, и по какой причине. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы голубыми руками пусть откроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем я так сильно желаю услышать, узнать. Так, интересно. Вот смотрите, какая идет информация. Вот прям первостепенная. Здесь стоит на многих из вас действительно очень сильный оберег. Оберег — это родовой. Вот, пожалуйста. Вот он прям в центре выходит. Род хранит, род заступается. Усопшие стоят стеной за вами. И часто для вас и за вас просят высшие силы. Вас очень тщательно, кропотливо отмаливают, за вас слезы льют, молитвы произносят. Очень у кого-то прям сильнейший родовой знак идет. Тут еще, смотрите, в основании птица. Видите, какая птица? Кстати, возможно, меня смотрят люди, прям непростые люди татарского происхождения, но либо связанные с историей Турана. Здесь прям этот знак, он прям кричит, да. Я понимаю, вот головой я понимаю, что смотрят в основном меня люди-славяне, но вот кто-то зашел из вас, мои дорогие, здесь прям Туран выходит. Вы, вот кто зашел, вы наследники таких сильных людей, такой сильной энергии. Кстати, в принципе, да, вот сейчас до меня начало доходить. Вот славяне, они ведь тоже имеют очень сильную связь с тюркским народом. Много смешений в нашей крови. Но тут видите, как выходит. Тут все-таки вышел не христианский эгрегор, понимаете? Здесь сила крови выходит. Были предки, были люди достойные. Знаете, как 1 на миллион, да, на миллионы. И эти люди в крови вот этот генотип очень сильный. От чего берегут? Берегут от необдуманных поступков, от глупости берегут. Вот сколько бы лет человеку не было, сколько бы он там не знал, начитанный, опытный, да, все равно человек может поддаться эмоции, какому-то соблазну, какому-то искушению, ну и, скажем так, вляпаться в какую-то неприятность. Причем вот, ну, действительно, больше по эмоции идет. Сгоряча, на нервах, не подумавшие, в спешке, в каком-то, знаете, вот таком суетливом движении, да, могут люди совершать, ну, нехорошее лично для себя, для своего здоровья и для своего будущего. Здесь вот зашли люди, сейчас я дам описание, вы для себя поймете, для вас это не для вас отсыпка. Люди, которые часто сталкиваются с блоками, с закрытыми дверями, с перекрытыми путями. Вроде как стараешься, планируешь, работаешь, вкалываешься,
Есть у тебя мечта, ты к ней идешь, бежишь, карабкаешься, ползешь, да? Все стараешься сделать, чтобы эта мечта реализовалась. Но ты в 5 минутах от этой мечты, либо вот на расстоянии вытянутой руки, а у тебя раз и блок, и все отменилось, поменялось, заблокировали, закрыли, да еще и там отбросили, да, на несколько там километров, скажем так. Вот кто по жизни встречает такие обстоятельства блокировки желания, мечты. Вот это про вас, это для вас идет. Если у вас такой ситуации нет, это просто не ваша отсыпка, и не смотрите ее. Здесь информации для вас не будет. Здесь для людей, которые страдают от блоков, от нереализованности мечты, желания, возможности. Не понимают люди, почему не могу. Вот хочу переехать в другую страну, хочу получить какую-то там работу, да, хочу бизнес свой открыть, хочу что-то сделать там для себя, для семьи, а меня блокируют, мне не позволяют. Так складываются обстоятельства, когда не прыгнешь ты выше, чем попа, да, не прыгнешь. Хотя у других получается, вы на них смотрите и думаете, как же так? Почему другой человек смог, а я вроде ничего плохого не делала, никаких у меня плохих мыслей не было. Я старался для благого, а мне раз и заблокировали, все закрыли. Это для вас. Смотрите, почему закрывают. Вы люди особенные. Из-за вас очень много, я уже сказала, да, молятся, просят. Очень сильные потоки энергии вокруг вас, у вас, очень сильные коммуникации происходят. Ваша главная особенность — это несвоевременное, либо желание несвоевременное, либо подход какой-то несвоевременный. Для вас создают оптимальные, я бы даже сказала, тепличные условия, чтобы человек, желая получить что-то для него конкретно нужное, важное и полезное, не столкнулся с дополнительными проблемами. Например, хотите вы уехать. Все уже придумали куда. Это утрированный пример, к нему не цепляйтесь. Я просто как пример. Вы хотите уехать. Вы уже там все наметили. У вас на это есть и возможности, и средства, и все вы там рассчитали, просчитали. Осталось там, грубо говоря, билет купить. А тут раз что-то поменялось. Закрыли, заблокировали, отменили. У вас там что-то произошло. Не можете вы уехать. А вы знаете, если бы вы поехали, у вас бы, скорее всего, возникли новые проблемы, к которым вы были бы не готовы. И эти проблемы вас бы опечалили, отбили у вас интерес, разочарование бы пошло. Это в лучшем случае. В худшем случае вы могли бы себе нажить какую-то неприятность и беду. И вам, чтобы вас, например, не опечалить, не допустить какого-то фатального события в вашей жизни, вас просто блокируют. Блокируют не навсегда, а до лучшего стечения обстоятельств. Вот вы, наверное, у себя замечали. Иногда вы чего-то там ждете, надеетесь, хотите, там мечты, желания. Они не случаются. Но проходит какое-то время, и, как знаете, на ровном месте эта мечта исполняется, она реализуется. И вы начинаете потом вспоминать: о, да, я же там несколько лет назад этого хотела, очень сильно этого желала. А вот сейчас это случилось само по себе. Знаете, как по волшебству. Вот это ваша история, это про вас. Вас охраняют и берегут от необдуманных шагов, поступков и от глубоких разочарований и фатальных ситуаций. Звучит странно, но считайте, что вы избранные люди. Да, вот такие сильные знаки, но даже я не помню, когда я последний раз видела их в сочетании. То есть по отдельности, да, были у меня и клиенты были, и даже на каком-то общем гадании тоже выходил один из знаков. Но так, чтобы вдвоем, да, вот вместе в таком совмещении, это, пожалуй, первый раз в моей практике. Я видела у других специалистов. Но опять же, по отдельности, либо на расстоянии друг от друга. А у вас, смотрите, когда один под одним. И вот они, ваши защитники, вот они, ваши ангелы, вот они, ваши духи. Кто за вами действительно стоит, стеной стоят. Вы знаете, что делаете неправильно? Не помните своих корней. Не пользуйтесь знаниями своего рода. Не просите их о помощи.
не поминаете, не взываете к ним. Знаете, все равно, что у вас есть золотой вот этот ключик, который можно открыть любую дверь, а он у вас лежит где-то в столе, вы о нем, может быть, и уже и позабыли, да? А казалось бы, все так просто. Вот тебе оставили этот ключик. Вот бери, пользуйся, открывай. Набирайся и этой силой, и этой энергией целительной. Спасай себя, помогай другим. Вы знаете, вот особенно хочу обратиться к мужчинам. Вот если меня смотрят мужчины. Вы мужчина хоть куда. Воин, защитник. У вас дух такой сильный дух. Вам бы, знаете, как людьми, но не командовать, а как наставлять этих людей. Вы мужчина с золотым сердцем, золотыми руками и с прям такой светлой-светлой головой. Вы на своем примере, через свой вот такой лояльный, мягкий подход, вы можете, я не знаю, вы свое государство можете основать. Понимаете, за вами люди пойдут. Я бы на вашем месте, будь я вот, да, мужчиной, я бы организовала людей, может быть, какое-то дело, какой-то бизнес, какую-то работу, вам в коллектив и так, чтобы быть лидером этого коллектива. У вас есть чем поделиться, вы можете людей, ну, не только, скажем, объединить, но и организовать. Это очень редкие качества. Для женщин я могу сказать, что здесь женщина, ну, душа, очень сильная энергетика идет от женщины. Женщина ведающая, женщина понимающая, чувствительная. Здесь и сны, и магнетизм может быть, и знаете, вот как называют женские чары, да? Но вот у вас это все есть. Вы интуитка очень сильная. Мамочка замечательная, дочка превосходная, внучка, да, вот олицетворение всех самых прекрасных женских качеств. Только почему-то себе не верите. В вашем роду были такие замечательные, выдающиеся, сильные женщины. Детей самостоятельно поднимали, растили, таких людей вырастили великих. Что же вы не верите-то себе? Знаете, есть такое выражение, я не очень его люблю, но оно здесь очень подходит. Да? Вот обычно говорит, пальцем делано, либо там не пальцем делано. Вот серьезно, мои хорошие, изучайте свою родовую систему, знайте, кем были ваши предки, вспоминайте их, поминайте добрым словом. Даже если вы их никогда не видели, постарайтесь хотя бы имена узнать, если это возможно. Если у вас остались какие-то родовые земли, где жили ваши родственники. Старайтесь там бывать, старайтесь оттуда привозить растения, просто можно там горсть земли привезти. Это то, что будет давать вам силу и энергию. Это нужно делать, это важно делать. Но не пренебрегайте тем, что вам дано. По роду дано, понимаете, ваши предки, они же таким трудом колоссальным все это для вас заработали, да, эту привилегию, этот, знаете, такой повышенный статус. Вот то, что вы в себя не верите, в то, что вы себя ниже, вот прям ниже плинтуса опускаете в своих же собственных глазах, я не говорю про других людей, я лично обращаюсь к вам как к личности. Я вижу, что вы себя недооцениваете, что вы сами себя ущемляете, в себя не верите и не даете возможности себе раскрыться. Это губительно, это неправильно. Почему вы маетесь? Да потому что вы себе крылья сами постоянно, ежедневно подрезаете. Не надо так делать. Позвольте своим крыльям вырасти. Вы должны не ходить, а парить. Это ваше призвание, это ваше будущее. Смотрите, что еще хочу вам сказать. У многих здесь идет тяжелый жизненный опыт. Особенно тяжелый опыт в каких-то отношениях. Отношениях там с людьми, любовные отношения. То есть натерпелись
какие-то периоды в жизни, кто-то и сейчас находится в таком периоде нехорошем. Вы натерпелись, вы терпите. Вы не понимаете, да, почему, что не так. И очень часто вы ищете причину в себе. В себе, ну вот как-то себя, знаете, как чуть ли не наказываете, может быть, этим. Ну вот у кого-то мысли такие, да, ну кому я нужна, что со мной дальше будет. Ну, потерплю, подожду. А что я могу? Вы очень многое можете, очень многое. Вы предок очень сильных людей. И эти ж люди, понимаете, им жить было гораздо хуже, чем вам. Гораздо хуже. Многие из них прям прошли и Крым, и Рим, и медные трубы. Но сила к ним пришла в определенном возрасте, когда они позволили себе расслабиться, позволили себе стать счастливыми людьми. Так и вам нужно это позволить себе. Ищите мир своей души, примиритесь с собой, примите себя такой, какая вы есть. Полюбите себя. Позвольте себе, разрешите, просто скажите: я себе разрешаю, я буду счастливой, и счастливой вы станете. Вот эти люди, которые вас беспокоят, это как пиявки такие, знаете, репехи к вам цепляются. Почему цепляются? Они инстинктивно чувствуют вашу силу, вашу энергию. Да, если вот, ну, примером сказать, то вот на вас катаются в прямом смысле слова. Каждый приходит укусить, отщипнуть, подъесть, да, вот как-то пополниться. Вы не слабый человек, вы очень сильный человек. Разрешите себе счастье. Они все отпадут. Вы их просто ослепите сиянием своей души. Ослепите. Они отпадут, уползут, там где-нибудь какие-то норы забьются. У вас у каждого есть огонек в душе. Но этот огонек сейчас прям такой тусклый, его практически не видно. Вы как тень. Вот ходит человек тень. Вам нужно поработать над собой. Зажгите себя изнутри. Дайте этот свет, дайте это сияние. И я вас уверяю, жизнь ваша начнет меняться резко, динамично и в позитивном направлении все у вас пойдет. Вы развиваться начнете. Вы поймете, кто вы, в чем ваше предназначение, цель и миссия. Найдете себя, найдете свое счастье. И это делать никогда не поздно. Я всегда говорила, говорю и буду говорить. Каждый человек может все в своей жизни поменять. Все. Главное ваше желание. Кто вы, раб или личность? Меняйтесь сами, меняйте свою жизнь. Вот эти знаки, ну, они кричат, просто кричат о том, что вы человек от природы, гениальное творение, понимаете? То, что было в вашей жизни до, это был тяжелый путь становления, развития и формирования. Все в ваших руках. Как быстро вы пройдете этот путь, тем быстрее вам дадут все то, что вам положено, да? То, что вам по судьбе прописано. Уйдет эта блокировка. Уйдет, понимаете, уйдет. Тем более я уже вижу ваше будущее. Здесь у нас взлет. Взлет. Причем здесь и дом, и семья. И смотрите, с одной стороны цветок растет, с другой стороны дерево вообще у нас выходит. Все будет. Оно должно быть, и оно обязательно будет. Пройдите вот этот путь, разрешите себе счастье. Разрешите себе быть счастливым. Уходите от обид. Уходите от какой-то ущербности, да, когда человек обижается на мир, на Вселенную, на людей вокруг, да на самого себя можно обижаться. Уберите негатив из души, из сердца, из мыслей. Просто попробуйте. Кому-то медитации помогают, кому-то помогает чтение, рукоделие. Вы же когда научитесь балансировать, да, когда вы научитесь сбрасывать с себя вот этот негатив, вы и здоровье свое поправите.
А многие у себя смогут открыть дар. Дар, дающий исцеление. А кто-то уже себе, кстати, открыл. Но в себе сомневается, думает: ой, нет, показалось. Ну как это? У меня и дар. Нет, так быть не может. Может. Оно так и есть. Раскрывайте себя. Здесь очень хорошие знаки. Несмотря на то, что жизнь неспокойная была, очень неспокойная. Здесь были и потери, и расходы, и разводы, разбеги, обиды. Даже вот кто-то пережил такое уничтожительное отношение к себе. Это было становление. Вы должны были это пройти. Вы это прошли, вы справились, вы молодец, вы закалились. А теперь научитесь расслабляться. Научитесь быть счастливым человеком. Я даже не знаю, что можно здесь добавить. Вот все, что я могла, вот прям посоветовать, подсказать, я вам сказала. Вот эти знаки, они это абсолют. Что можно тут добавить? Ну, это люди, господа. Вот я сижу, я понимаю, что вы господа, хозяева, да, как можно еще сказать? Люди при статусе, при положении. Да, короны еще нет, но это в ваших руках. В ваших руках возложить эту корону. А вы рождены коронованной особой. Всегда об этом помните и знайте. Мои хорошие, жизнь меняется. Высшие силы дают информацию, дают такие подсказки. Еще раз говорю, вот эти знаки, они не случайны, абсолютно не случайны. И для меня это вот прям сигнал, что вы созрели, да, яблочко созрело. Последний рывок, последний толчок. И вы выйдете к своему предназначению. Ваше предназначение — быть человеком важным, нужным и полезным этому миру, этой вселенной, тем, кто вас окружает. Вы это чувствуете, я знаю, я это вижу в песке, но почему нет доверия к себе, к своей интуиции? Вот этого я понять не могу. Расслабьтесь, выдыхайте и принимайте себя теми, кто вы есть на самом деле. Не бойтесь, что кто-то будет там насмехаться, да, кто-то будет там тыкать пальцем, там, крутить у виска и говорить: о Боже, что ты там из себя строишь. Так могут делать люди, которые все ведь понимают и очень сильно завидуют. Людям-то видно, их не обманешь. Они видят, кто вы есть, они видят вашу суть. Ваша энергия, она вперед вас идет. Вы еще не зашли, а человек почувствовал. Вот такой вы сильный и мощный человек. Помните об этом. Вас ждет прекрасное будущее. Где надо, вас остановят. Где надо, подтолкнут. Это не значит, что ваша жизнь — это какая-то протоптанная, да, дорожка с невозможностью повернуть и свернуть. Нет. Наоборот, это, знаете, как любящая мать заботится о своем дитя. Она его охраняет, оберегает, да, страхует там в каких-то вещах. Вот это ваша жизнь. Не обижайтесь на свою маму. Знайте, что она вас любит. Про маму я говорю о высших силах, да, потому что высшие силы так к вам относятся, ваш род так к вам относится, как любящая мама, которая и душу, и сердце готова положить за вас. Помните, в ваших силах раскрыть себя для новой счастливой жизни. Раскрыть себя для вашего предназначения. Вам все равно от этого не уйти. Придет ваше время, и ваш бриллиант засияет. Так оно и будет, так тому и быть. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Позвольте себе стать счастливыми людьми. Позвольте себе радость. Позвольте себе мир в душе. И вы не узнаете себя ни в зеркале, ни в жизни. Вы будете совершенно другим, новым, счастливым человеком. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.